В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. С 1 июня якутские семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Несмотря на запрет, некоторые магазины в Якутске продолжают работать. Для выпускников Якутии прозвенел последний звонок в онлайн-режиме. «111 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Якутии за минувшие сутки. Это данные регионального оперативного штаба по коронавирусу. Так, 91 новый случай выявлен в Якутске, 14 в Намском районе, по 2 в Алданском, Хангаласском, Алекминском районах. Все заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 1930 случаев коронавируса. 818 человек полностью выздоровели, 8 человек скончались. Дезинфекция – одна из самых действенных мер в борьбе с коронавирусной инфекцией в эти дни. По распоряжению главы региона Айсена Николаева в столице объявлена тотальная санитарная обработка и самоизоляция. Подробности у Сергея Михедова. Дезинфекция как возможность подзаработать. Параллельно с основной деятельностью Михаил теперь обрабатывает подъезды специальным раствором. Тем самым убивает сразу 2 зайцев, помогает в борьбе с коронавирусом и зарабатывает дополнительные деньги. По дезинфекцию попадает не только лестничная площадка, но и двери жильцов дома. Обработка занимает примерно минут 15-20. У меня 11 домов было сегодня. И еще я взял 3 дома, то есть 3 подъезда. Как все сделал, приехал, сдал бумаги и получил деньги. Тотальная санитарная обработка в республиканской столице началась еще в пятницу. Поставлена задача за 3 суток продезинфицировать все общественные пространства. Помимо 3500 многоквартирных домов ведут обработку улиц, скверов, площадей, детских и спортивных площадок, автобусных остановок. На выходные закрыли городской парк культуры и отдыха. Там также распыляют специальный раствор. Приостановлено движение общественного транспорта. Водители моют автобусы снаружи и дезинфицируют каждую машину изнутри. Для посетителей закрыты все торговые точки, в том числе и продуктовые магазины. Исполнение указа проверяет столичный оперштаб. При выявлении правонарушений мы составляем акт осмотра по статье 20.6.1 КоАП РФ. И материалы перенаправляем в Министерство по предпринимательству. Одной из проблем для проведения повсеместной дезинфекции стали запасы специального хлоросодержащего раствора. На помощь пришло ГУП ЖКХ. Городским управам выдали необходимое количество химикатов, а они, в свою очередь, обязаны обеспечить проведение всех санитарных работ. Роздано 880 литров гипохлорита натрия 5% для города. Всего с марта месяца произведена раздача 12 тысяч литров гипохлорита натрия. В эти выходные будет усилена работа по дезинфекции в целом. В настоящее время ежесуточно в Якутске выявляют от 60 до 80 новых случаев инфицирования COVID-19. Цифры пугающие, но остаются стабильными в течение недели. Главная задача сейчас – не превысить порог 100 заболевших в сутки. Тотальная санитарная обработка – это та мера, после которой ситуация должна измениться в сторону снижения числа новых заражений. Внутрисемейные, внутрикорпоративные заражения, они делают свое дело, и мы очень надеемся, что в результате того, что жители города Якутска будут соблюдать режим полной самоизоляции в эти дни, в субботу-воскресенье, нам на следующей неделе удастся ситуацию все-таки достаточно серьезно переломить. Станет ли тотальная дезинфекция решающей мерой в борьбе с распространением коронавируса в столице республики, покажет новая неделя. Сейчас вирус активно передается внутри семей и на рабочих местах, поэтому единственное, что все мы можем реально сделать для освобождения из ковид-плена, это оставаться дома и перестать контактировать с окружающими, даже с друзьями и родственниками. Сергей Михедов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Якутск лидирует по показателю индекса самоизоляции среди всех столиц регионов Дальнего Востока. Так, согласно данным Яндекса, на 18:00 в столице республики этот показатель остановился на отметке 3,4.
На втором месте по уровню сознательности и соблюдения социальной дисциплины жители Читы. Замыкает тройку лидеров показателя самоизоляции Улан-Удэ. Между тем, несмотря на то, что в Якутске введен запрет на деятельность продовольственных магазинов с 31 мая до 1 июня, некоторые предприниматели продолжают работать. Корреспонденты нашего телеканала выявили факт незаконной работы продуктового магазина в Сайсарском округе. По данному факту будет проведено дополнительное расследование. Созданы 3 группы, как и вчера, разделились по округам. Осмотрели, в принципе, очень много. Весь автодорожный округ, Сайсарский округ, именно наша группа и Октябрьский округ. Выявили только одно нарушение здесь. Мы сообщение отправим в Министерство предпринимательства, они уже будут реагировать на составление протокола по статье 26.1. По этой статье штраф для предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Сегодня Всемирный день без табака. История праздника началась в 1988 году. В США специалисты-онкологи, наблюдая сильный рост смертности от рака легких, стали предлагать заядлым курильщикам хотя бы на один день убрать пагубную привычку из своей жизни. Каждый год табак губит около 5 миллионов человек на Земле. Курение – это своего рода эпидемия, но которую возможно предотвратить. С 25 мая по 5 июня Республиканский центр медицинской профилактики при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства спорта Республики Саха-Якутия организует творческий онлайн-конкурс короткометражных видеороликов «Мир без табака» среди учащихся общеобразовательных учреждений города Якутска. Также совместно с волонтерами-медиками будет проводиться челлендж в социальных сетях «Ты сильнее привычки», посвященный Всемирному дню без табака. На странице сайта Республиканского центра медицинской профилактики каждый желающий сможет принять участие в социологическом опросе в отношении к курению. С 1 июня якутские семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Поступило уже более 78 тысяч заявок. Для получения этих средств достаточно до 1 октября подать заявление в личном кабинете на сайте госуслуг. Никаких других документов не нужно. К слову, это не единственная мера поддержки семей с детьми. В первую очередь с апреля мы начали выплату семьям, которые имеют право на материнский семейный капитал и детей в возрасте до 3 лет. На каждого ребенка по 5 тысяч рублей в течение 3 месяцев с апреля по июнь месяца. Заявление на обе выплаты, как и по 5, так и по 10 тысяч рублей, родители, опекуны могут написать до 1 октября 2020 года. Первая ветеринарная скорая помощь для домашних животных появилась в Якутске. Автомобиль оборудован всем необходимым. В салоне устроена операционная с капельницей, есть носилки. Врачи могут приезжать на вызов как к мелким домашним животным, так и к крупному сельскохозяйственному скоту и выполнять все необходимые ветеринарные процедуры. Стоимость выезда специалиста в черте города не более 500 рублей. Лечение оплачивается отдельно. Раньше было по 3-4 вызова в неделю. Сейчас вот выезжаем почти целый день, 2 врача на выездах. Это где-то практически 7-8 вызовов за рабочее время. В основном выезжаем на вакцинации, кастрации делаем возле домов, подъездов. И осмотр экстренный, когда подрались животные, вызывают. Детский отдых станет безопаснее. Право работать с детьми останется только у тех организаций отдыха и оздоровления, которые включены в специальный реестр. В этот перечень лагеря вносят лишь после тщательной проверки. Сам список размещается в интернете. Кроме того, согласно новым правилам, к индивидуальным предпринимателям, занимающимся организацией детского отдыха, будут предъявлять аналогичные требования. Те лагеря и предприниматели, которые в реестр не попадут, но продолжат принимать смены школьников, могут быть оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Для всех выпускников Якутии прозвенел последний звонок в онлайн-режиме. Сегодня с утра и до самого вечера в эфире телеканала НВК «Саха» для школьников, заканчивающих учебу, прошел специальный марафон. О том, как это было, расскажет Полина Долинская. Последний звонок – это большой общешкольный праздник, который адресован выпускникам, учителям и родителям. Тем самым он подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками, переменами, контрольными работами и домашними заданиями. Традиционно последний звонок проходит в конце мая, когда учеба закончилась, а выпускные экзамены еще не начались. Дорогие ученики и родители, уважаемые учителя, работники образования. От всей души поздравляю вас с праздником последнего звонка. Этот год выдался непростым, но я безмерно горд и благодарен вам за стойкость и упорство, проявленное в этих непростых условиях. Уверен, что все усилия, которые вы приложили в трудном, но интересном деле получения новых знаний, уже очень скоро принесут вам заслуженные плоды. Особенно в этот день хочется поздравить выпускников, которые вступят в этап больших перемен и важного выбора в жизни. Онлайн-марафон «Последний звонок-2020» для школьников Якутии проходит сегодня в эфире телеканала НВК «Саха». Всего в акции приняло участие более 140 школ Якутии. Последний звонок, думаю, да, вот каждому человеку это запомнится надолго. Это самый волнительный и важный момент в жизни. К сожалению, в этом году нынешним выпускникам это не случится. Вместе с друзьями детства они не могут попрощаться со своей школой, вступить во взрослую жизнь, но мы не расстраиваемся. В течение нескольких недель выпускники присылали свои видео поздравления с рассказом о своем классе, планах на будущее, памятных моментах. Многие подошли к этой идее творчески. С 10 утра и до самого вечера выпускников ожидают мероприятия, поздравления от учителей, концертами с участием звезд якутской эстрады и розыгрыш денежных призов. В конце вечера все участники заложат капсулу времени, которую вскроют лишь в 2025 году. Полина Долинская, Владимир Павлов, Якутск. Еще один праздник придется отмечать в онлайн-режиме – День защиты детей, но скучно точно не будет. В рамках проекта «Мы – будущее России» для детей подготовлена обширная программа. Флешмоб «Дети Республики», мастер-класс от танцевальной группы «Завод», различные конкурсы и викторины. Все это можно будет посмотреть завтра на канале НВК «Саха», радио «Тытим» и в социальных сетях. Жительница Якутска выходила 3 птенцов-снегирей. Их Валерия Перевознюк обнаружила на своем участке в Николин день. По предположениям, они выпали из гнезда во время сильного ветра. Птенцов поместили в коробку, которую оснастили камерой видеонаблюдения. Родители прилетели на зов птенцов на следующее утро. По словам Валерии, первое время она кормила их самостоятельно, давала червей и мух с помощью пинцета. Затем пищу им начали приносить родители. Процесс кормления часто попадал на камеру видеонаблюдения. Птенцы полностью окрепли уже через 5 дней, они оперились и стали похожи на своих взрослых особей. А еще через несколько дней они вылетели из импровизированного гнезда. Таковы новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете найти на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя и оставайтесь дома.